Я хочу сейчас сказать, что на данный этап мы видим, что информационная война– это воздействие информации и противодействие аналогичному внешнему воздействию на себя. Все ли готовы к этому? Конечно, нет. И я считаю, что государство, вот то, что поднято на таком высоком уровне, поставлен вопрос, это правильно и как никогда своевременно. Прывітанне. Лукашенко хоча перамагаць у інфармацыйных войнах. Недаўна ён прызначыў Перцова Уладзіміра, які займаў пасаду міністра інфармацыі, намеснікам главы сваёй адміністрацыі. Маю размову з негадзяем Перцовым можна паглядзець вось тут, калі рэдактар уставіць. Дык вось, гэтую навіну сталі абмяркоўваць ябацькі ў сваіх тыктоках, а я падслухаў, запісаў, і сёння мы пачуем канструктыўную крытыку рэжыма Лукі ад прыхільнікаў гэтага рэжыма. Пазнаёмімся з удзельнікамі размовы. Александр Пашкевіч, кіроўца-дальнабойшчык, сумуе па СССР, часта ладзіць такія эфіры ў свабодны ад руля час. Марыць пра моцную Беларусь, у якой бы ён мог знайсці добрую працу, каб не мотацца па краінах еўразвязу. Есть у меня на границе, думаю, проверьте меня хоть раз, думаю, точно должны премию дать. Спадзяецца, што яго патугі на інфармацыйным фронте будуць заўважаныя. Григорьевич, если ты нас слышишь, вот нужна поддержка. Надо поуказывать на стрим, он тебя так распиарит, я тебе говорю. Антон з нікам Деспат называе сябе юрыстам, але баіцца паказаць свой твар. У размовах бравуе тэрмінамі і спасылкамі на закон, але толькі там, дзе яму выгадна. Падтрымлівае дасягненні Гітлера до того, як той напал на СССР. Возникает Volkswagen, начинается строиться дороги. Не хоча быць баранам. Я не хочу быть вот этим бараном, которого ведут, и ему сказали делать то-то. Я хочу знать, за что я буду умирать. Марына, жанчына з прыемным голасам, але з непрыемнымі думкамі. Переживая за грамадства. Не до жиру, быть бы живы. Думая, что разбирается у информационных и политических технологиях. В информационной войне воздействие на противника неощутимо и может облекаться в доброжелательную форму. Так само хавая свою особу. В нашем случае не наказали, уже наградили. Ішчущий. Немалады мужчына, які абітае, як я зразумеў, дзесьці на паўночна-амерыканскім кантыненце і баіцца Джорджа Сороса. Самое большое завоевание Беларуси – это то, что вы к себе не пустили Сороса. І яшчэ адзін суразмоўца з нікам хлопец з Беларусь, пра якога я нічога не магу сказаць. Дык вось нагадваю, гэтыя людзі абмяркоўваюць новую стратэгію інфармацыйных войн. Паехалі! 2020 год показал, насколько, были, скажем так, проигрышно выглядели провластные. Вот о чем говорит президент России, я прошу прощения. Он говорит о том, что все средства массовой информации, практически все, принадлежат Западу. Они, собственно, повестку и создают. Честно говоря, я вот не заметил, чтобы в Беларуси была какая-то массированная пропаганда. Самое слабое место у нас, мне кажется, в Беларуси. Неразвитая контрпропаганда. У нас, Антон, просто нет собственной идеологии. У нас идеология появилась только, наверное, после августских событий. Да, у нас идеологии нет в Беларуси, она же конституционно запрещена. Ты чё? Хотела спросить, Антон, вот вы говорите, что думаете, что преувеличена роль. А почему тогда, скажите, так нехта захватило такое количество людей в 2020 году? Быстро, очень оперативно и, скажем, многие повелись. Здесь очень простой вопрос. А с какое капиталовложение было вложено в нефть? Вот представьте себе, мы здесь с вами находимся 500 не человек. Думаю, что оно могло конкурировать с тем, что могла сделать, допустим, какие-либо провластные СМИ. Когда начались августские события в Республике Беларусь, многие корреспонденты СМИ, государственных СМИ нашей страны, та же самая Белтелеком-канала, они отказывались освещать эти события и прямо выступали против действующей власти. Весь момент поменялся, когда сюда приехали именно российские специалисты. Вы теперь сравните новости, которые показывали до 2020 года, и которые сейчас показывают. Их теперь интересно смотреть, потому что там работают нормальные люди, которые отвечают за свои слова. Тебя, сточная крыса, надо провернуть на вертеле и зажарить, ублюдочная шпротина. Вот все, абсолютно все страны мира имеют свое правительство. Правительство, в свою очередь, формирует сознание людей. Я не знаю ни одной страны вообще,
где нету пропаганды. Пропаганда – это формирование, консолидация общества. Чтобы, не было розни какой-то. Некоторые вещи упрощаем и думаем, не понимаем, как работает технология в той же информационной сфере. То есть забрасываются какие-то определенные, я не могу в эфире называть, сравнения президента с какими-то там уничижительные. И это становится таким трендом, массовое употребление и так далее. Не буду называть, мы все знаем, да? Там. Стоп, таракан. Это все отработанные технологии абсолютно. Это как под копирку делается. То, что делалось в свое время, допустим, в той же Венесуэле, Беларусь точно так. Вот я читала все буквально то, что ложится на слух. Поэтому, я не знаю, почему, Антон. Вот я, например, видела, как проигрывала, допустим, государственные СМИ. Мне такое было ощущение, что они были вообще обескровлены. Очень-очень долго разворачивались, очень поворачивались, неумело, неуклюже, скорее даже вредили, освещая то происходящее. Они были абсолютно не готовы. И я думаю, сейчас, в преддверии именно 2025 года, почему президент и ставит эти задачи, чтобы не повторять ошибки. Чтобы информационно он на опережение. А то все время догоняли, все время надо было что-то оправдываться и так далее. А сейчас задача ставится в том, что вы прочитали, чтобы на шаг быть впереди, чтобы освещать и быть готовым ко всем предъявленным компроматам, ко всем уже отснятым или начинающимся отсниматься роликам, фильмам документальным, которые будут посвящены разоблачительным каким-то речам, то есть действовать на упреждение. Здаецца, Марына не дурная жанчына. Яна ўбачыла дзяржаўныя СМІ бездапаможнымі перад воляй народа, перад фактамі, перад праўдай. Сапраўды, як пераканаўча патлумачыць грамадзянам гвалт, агрэсію, забойства, палітычны пераслед людзей, якія проста хочуць сумленных выбараў. В разговоре, когда часто разговаривают оппоненты и говорят мне, что тут было такое насилие, избивали, убивали, закапывали и так далее, я спрашиваю одну вещь. Сколько, по данным тех, кто себя причисляет к БЧБ, сколько человек, по их данным, погибло в 2020 году? Я уверена, что не знают эту цифру. Калі Марыне сапраўды цікава колькасць загінулых ад сілавікоў, дык мы ёй нагадаем. Вось, калі ласка, гэту інфармацыю можна спраўдзіць, а МУС-РБ яе не хавае. А колькі грамадзян было пакалечана? Вось кіроўца аўтобуса, які не удзельнічаў у пратэстах, але пацярпеў ад гранаты, кінутай сілавікамі. Заходя в кабину, меня чем-то сильным так припечатало в спину, что я просто прилетел к автобусу. Праз год яго не стала. А колькі ж загінула міліцыянтаў ад рук пратэстоўцаў? Марына, цяпер ты ведаеш, што ты будзеш рабіць з гэтай інфармацыяй? Напішы ў каментах. Для пропаганды знания не особенно нужны. Нужна уверенная речь. Эффект, да, нужен большой эффект. Как работает информация, особенно на некоторых людей, как Антон говорит, которые не проверяют. Как мой говорит один знакомый венеролог, я скажу, что у тебя сифилис. Может, и не поверят, но руки не подадут. Примерно так же. Может, и не поверят, но уже сработает этот механизм, что где-то что-то. Точно так и по многим фактам, которые были закинуты, и никто не разбирался. А это эмоциональный всплеск, эмоциональное уже это окно Авертона, оно было открыто, и работа была проведена по расчеловечиванию, например. Марина, как вы считаете, Беларусь, она сегодня готова к тому, что, вероятно, будет происходить в 2025 году в Беларуси? Я имею в виду народ. Я готова. И я думаю, очень многие, и в том числе и власть, получила в свое время... я оптимист. Я даже в плохом вижу хорошее. И мне кажется, уроки были выучены. И то, что для Лукашенко это было неожиданно, я тоже это понимаю.
что он не ожидал. Я помню очень хорошо ту предвыборную кампанию, которая была полностью пущена на самотек. Вы можете со мной не согласиться. Она как бы была, вроде бы ее и не было. А как оказалось, что не стоит так быть уверенным никогда, вот до последнего, вот как пока не говори гоп, пока не перепрыгнул. Конечно, и события, которые происходят сейчас в Украине, они тоже очень многим раскрыли то, о чем говорил президент. Потому что у всех было, как знаете, глаз замылился. Живем и живем, вроде бы и неплохо, хотелось бы и лучше, может быть, перемены дали бы что-то иное, новое. А когда мы реально увидели то, о чем говорилось, и это вот буквально там 200-300 километров происходящее от нас, я думаю, это как отрезвляющий холодный душ подействует на многих. Не до жиру, быть бы живы. Я очень хочу в это верить и надеяться, что белорусы готовы, и белорусы сейчас понимают, что нельзя допустить гражданской войны. Я боюсь, что не готовы. Как я общался с одним белорусом на Западе, и как он сказал, что у нас большое спящее количество людей, которые согласны встать и, как говорится, даже взять оружие в руки на территории Беларуси. Эти истории из-за рубежа. Из-за бугра я бы назвала. Истории из-за бугра. Вы знаете, что... Да. А я, например, вокруг вижу людей, которые не голосовали в 2020-м за Лукашенко, а сейчас говорят, что будут выбирать, именно делать этот выбор. А вы думаете, Антон, что можно раскачать общество? И позволят ли? Я думаю, что нет. Мы, как вы сказали, видели все своими глазами, проводили работу над ошибками. Но и эти люди тоже видели все своими глазами. И они тоже провели работу над ошибками. То, что может произойти в 2025 году, нам покажется несколько иным, чем то, что было в 2020. Я, например, увидела только их за это время полная дискредитация. Не, Марина. Не, дискредитацию Республики Беларусь мы убачили от Лукашенки. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Так повинен себе поводить обраний народом президент? Иногда не до закону. Добрая навіна ў тым, што ябацькі шукаюць адказы на пытанне, але не там, дзе трэба. Калі б яны выслухоўвалі нашу пазіцыю, калі б яны жадалі знайсці паразуменне з намі, са сваімі апанентамі, то магчыма было б і дамовіцца. Але такое самакіраванне не патрэбна рэжыму, бо тады і рэжым не патрэбен. Марына, Лукашенко прайграў, да таго ж ён не вечны. Мы заўсёды будзем побач і чакаць гэтага моманту, каб прыйсці да сваёй улады ў нашай краіне. Жыве Беларусь!